прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова и в начале коротко о главных темах выпуска. Премия от принца. Мы научились, как подойти к этим тонким делам возрождения. За что Татарстан получит денежное вознаграждение, узнал Дмитрий Аринин. Новый асфальт поделил улицу на до и после. Если асфальт нет, грязно ходим. Почему 100 метров новой дороги не хватило до дома ветерана в Арске, разбиралась Анна Городнова. Неприятное соседство. Начал подходить, начал прыгать на меня, на задние лапы сел. Сельчане республики жалуются на нашествие диких хомяков. Чем они опасны и как избавиться от грызунов, выяснял Рамиль Галиулян. Казань встречает Зулейху. Зулейха! Бестселлер года. Что вы делаете? Остановитесь, что вы делаете? Когда сериал по роману «Зулейха» открывает глаза, выйдет на экраны с предпремьерного показа Зарина Ахметова. Торжественная церемония в честь исторического события. Сегодня в Болгаре Минтимир Шамиев и принц Карим Агахан IV торжественно погасили специальную марку в честь вручения Татарстану премии в области архитектуры. Ее учредил Карим Агахан, и она впервые вручается в России. Это своего рода архитектурный «Оскар» за проекты в городах с мусульманским населением. Чем республика заслужила такую награду и чем ознаменовался визит принца, прямого потомка пророка Мухаммеда, узнал Дмитрий Аринин. Просим вас приступить к процедуре памятного гашения маркированного конверта. Церемония гашения специальной марки – давней традиции премии принца Карима Агахана. Награду он учредил еще в 1977 году и вручает ее раз в 3 года архитектурным проектам в городах с большим мусульманским населением. Казанская марка с изображением Кремля выйдет тиражом в 150 тысяч экземпляров. Также Москва, Казань и Болгар получат специальный штемпель этой премии. Для меня большое счастье участвовать в этой церемонии. Это имеет большое значение в сохранении мира, и я рад за Казань. Она это заслужила. Лауреатом этого архитектурного «Оскара» Татарстан стал благодаря проекту по благоустройству общественных пространств. Ранее в нашей стране такая награда не вручалась. В этом году на нее претендовали 380 проектов по всему миру. В финал вышли 6. Бахрейн, Бангладеш, Палестина, Сенегал, Арабские Эмираты. Между собой они разделят $1 миллион. Для святой Болгарской земли событие историческое. Мы научились, как подойти к этим тонким делам возрождения исторических памятников. И мы рады тому, что нам удалось их возродить в полном соответствии, я этого слова не боюсь, по таким очень требовательным правилам ЮНЕСКО. Минтимир Шамиев сегодня провел гостю специальную экскурсию по Болгару. Примечательно, что Карим Агахан 49-й наследный имам, духовный лидер мусульман-шиитов и смалиитов, прямой потомок пророка Мухаммеда. В Болгар на встречу с ним приехали его ученики-последователи из разных стран. Он человек такой, чтобы он, как наш имам, наш имам. Он помогает не то, что нам, он всем миром помогает. Он желает, чтобы всем мире было мир был. Кульминация визита принца Агахана IV в Татарстан состоится завтра в Казани, когда в Театре оперы и балета победителям премии и вручат положенные награды. Дмитрий Аринин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Болгар. Принять меры по развитию речного транспорта. Такое предложение прозвучало сегодня от Фарида Мухамедшина. Он сегодня в Нижнем Новгороде участвует в совещании Поволжского округа. Здесь заседают законодатели субъектов России. Председатель Госсовета Татарстана предложил обратиться к правительству с инициативой увеличить объем грузовых перевозок речным транспортом. Как отметил полпред-президент России Игорь Комаров, такие встречи дают дополнительные возможности для обсуждения актуальных вопросов из жизни регионов. Перевозим сюда, в Нижний город, там тысячниками, 10-тысячниками на кораблях, значит, и керосин, и бензин, и ГСМ, которые Нижнекамск нефтехим делает. Но речь идет о том, чтобы разгрузить и дороги федеральные. И аварий много, и гибнут людей много, и пассажиропоток, грузопоток на дорогах, может быть, бы улучшился.
К другим темам. Это была глупость или провокация? Сегодня в Татарстане активно обсуждают резкое высказывание Владимира Жириновского. Его он позволил себе накануне на сессии Госдумы. Цитата. «Завалили Казань, Северный Кавказ деньгами, а потом удивляетесь, что в русских областях меньше рожают. Это чудовищно». Конец цитаты. И это только часть слов парламентария. Сегодня ему ответили в Казанском Кремле. Салават Мухаммадуллин выяснял, это сезонное обострение на фоне нелюбви к успешному региону. Завалили Казань деньгами, Северный Кавказ деньгами, а потом удивляетесь, что в русских областях меньше рожают. Да? Так, по мнению Владимира Жириновского, наша республика и регионы Северного Кавказа получают больше денег, чем остальные. В обвинениях депутат выражение не выбирал или выбирал специально. Это чудовищно. Дайте русским столько же, сколько другим. Мы не говорим дать больше. Вы же русский парламент, русские депутаты. И принимая бюджет, вы раздаете всем национальным регионам больше. Налогов меньше. Живи, Казань, расцветай. Впрочем, в Думе солидарных с ним не нашлось. Спикера прервал Вячеслав Володин. Давайте не будем делить людей здесь по национальности. Давайте не будем делить людей по вероисповеданию. Это наша сильная сторона. Я русский, я могу это сказать. Такие заявления как раз могут оскорбить русского человека. Истеричные высказывания Жириновского в адрес республики не остались незамеченными. Фарид Мухаммедшин сразу же позвонил в Москву Вячеславу Володину. И уже сегодня Жириновскому ответили в Казанском Кремле. Республика Татарстан, являющаяся одним из динамично развивающихся субъектов Российской Федерации, всегда отдавала и продолжает отдавать в федеральный бюджет значительно больше, чем получает. В-третьих, руководителя фракции ЛДПР никто не уполномачивал говорить от имени русского народа, который в том числе проживает и в Республике Татарстан. Расцениваем его выступление как очередную попытку получения сомнительных политических дивидендов. Выпад своего старшего товарища, лидера, объяснили неубедительно местные либерал-демократы. Что здесь плохого он сказал? Что не так сказал? Он кого-то обидел? Никого не обидел. Кого-то оскорбил? Никого не оскорбил. Все работают хорошо, он об этом прекрасно знает. Это уже не первый выпад Владимира Жириновского в адрес Татарстана. Он татар в середине 90-х и в Монголию отправлял, в другой раз обозвал татаро-монгольским игом. Это сохранение татаро-монгольского ига. Это все продолжается с регулярной периодичностью. Вот один из предыдущих. Распухла Казань. Что ей дали? Она живет как на свадьбе, так сказать. А русские регионы рядом подыхают с голоду, так сказать. Тогда Рустам Минниханов отметил, Владимир Вольфович делает все, чтобы его не любили в Татарстане. Он высказал это в адрес нашей республики. Потом он обижается, почему ЛДПР не любит Татарстан. Он же сам все делает, чтобы его не любили. Впрочем, он об этом знает и уже с 2007 года ноги не казал в республике и не баловал поддержкой татарстанских либерал-демократов. Вот и не могут прыгнуть выше 4%. Салават Мухаммадуллин, Вадим Илларионов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Что и кто стоит за скандальным высказыванием Жириновского? Мнение известного политолога Константина Калачева читайте в интернет-газете «Реальное время». Анкеты татарстанцев по проекту «Наш двор» начали анализировать. Сегодня на Казанскую ярмарку в Центр обработки анкет привезли опросники. Напомним, анкетирование проходило в 18 населенных пунктах республики. Сейчас 50 волонтеров обрабатывают и сводят эти данные. Анкет очень много. В основном, конечно, людей беспокоит состояние дорог, парковочных мест, озеленения. Все параметры анкеты, они считают важными очень для себя. Ничего сложного в этом нет. Там нет такой необходимости изучать какие-то ответы, так как свой вариант люди предоставляли на сайте «Наш двор». Он также продолжает работу, на него также можете предоставить свои пожелания по благоустройству любой дворовой территории. Обрабатывать анкеты будут примерно месяц. Затем снова пройдут встречи с жителями. И уже к ноябрю программу ремонта дворов республики планируют подготовить. Вся работа будет вестись вручную. Каждая анкета будет вводиться в единую базу при помощи специальных выданных для этого волонтерам устройств. Учитывая объем работы и весь анализ, займет не меньше месяца, как мы ожидаем. И, собственно, затем будет сформирован уже итоговый протокол, когда все данные будут внесены, обработаны. В дворах у них все в порядке, беспокоит то, что за воротами. 40 лет просят дорогу, заделывают ямы камнями и застревают в непогоду. Жители улицы Красная Слобода в Аркске с трудом называют себя горожанами, ведь асфальта здесь не было. В августе пришла техника, но дошла она только до половины улицы. 100 метров не хватило и до дома ветерана войны. Когда закончится асфальтовое неравенство, узнавала Анна Городнова.
На наш конец сделали, очень благодарны, а сюда вот никак не могут. Улица одна, но разделила соседей на тех, кто по бездорожью ходит, и тех, кто по асфальту. Несправедливо, говорят жители Арска. 6 лет, по их словам, ведут переписку с местной администрацией. Но доделать дело не получилось. Под окнами у половины строительная пыль до щебенка. Машина проедет, даже форточку невозможно открыть. Во дворе кругом пыль. Дочь астмой болеет, я тоже вот ингалятором пользуюсь. Невозможно вообще. Частично, как мы видим, асфальт здесь был. В 95-м году в Арске готовили встречать Бориса Ельцина на Сабантуй. Но за 20 лет эта дорога уже прохудилась. И вот в августе этого года здесь наконец начали укладывать новый асфальт. Но дошли лишь до половины улицы. Буквально 100 метров не хватило и до дома инвалида, ветерана Великой Отечественной войны, который освобождал блокадный Ленинград. За бортом остались и те, кто живет в низине. В непогоду машины в гору толкают всей улицей. Как должен отчется, тот грязь постоянно. Надо. Уже я тут 40 лет живу, ни разу не делали. Свои деньги вот здесь положили камень. Сами сделали, где у кого есть машина. 470 метров асфальта проложили по республиканской программе, рассказали нам в исполкоме. На больший метраж денег не хватило. Планировалось полностью сделать, но в связи с тем, что цены каждый год меняются, у нас программа планируется заранее, то есть у нас хватило в этом году на 470 метров. Остальную улицу мы уже по республиканской программе будем в 2020 году полностью благоустроим. Мы самообложение каждый год, референдум участвовали, большинство населения знаем, что это нужно, значит, освещение, благоустройство отдаем, значит. А вот это почему остался? Разберетесь, наверное, да? Деньги по самообложению, как сообщили в исполкоме, ушли на другие нужды. Освещение, благоустройство контейнерных площадок и на грунтовые дороги, где вообще нет покрытия. Так что жителям той половины, что без асфальта, придется ждать как минимум до следующего года. Анна Городнова, Данил Филатов, ТНВ, Арск. Если у вас есть интересные новости или проблемы и жалобы, ждем ваших сообщений на наш WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Кремль не планирует выделять дополнительные субсидии и повышать цены на билет в городских автобусах. Пока. Республика и Казанский исполком ждут от перевозчиков подтверждения повышения их расходов. Напомним, по ТП предложили повысить проезд до 31 рубля. Городской комитет запросил у них все документы о доходах и тратах. В Кремле сегодня отметили, что вопрос находится только на стадии обсуждения. Речь о выделении дополнительных субсидий, вообще в принципе о выделении денег пока не идет. Речь пока на сегодняшний день идет о том, чтобы перевозчики предоставили необходимое количество документов, подтверждающих действительно рост затрат на их перевозки. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Неприятное соседство. Начал подходить, начал прыгать на меня, на задние лапы сел. Сельчане республики жалуются на нашествие диких хомяков. Чем они опасны и как избавиться от грызунов, выяснял Рамиль Галиулян. 120 художников из разных стран и одна тема. Вид искусства и эта технология может предельно ярко и точно выразить их душу. Театр в печатной графике увидела Алия Хайруддинова. Посадите новое дерево в богатых Сабах, призвали сегодня представители американских компаний в России. Речь идет о стартапе. Он запущен в Сабинском районе, чтобы помочь природе. О проекте рассказали сегодня в Москве потенциальным инвесторам. Здесь презентовали республику членам Американской торговой палаты. На сегодня уже действует ряд партнерских соглашений между торгово-промышленными палатами. Есть производство. Руководитель одного из них рассказал коллегам о плюсах работы в Татарстане. Самый главный, по мнению бизнесмена, высокая заинтересованность местных властей в привлечении инвесторов. Геополитика – это как бы непопутный ветер, он не помогает, но надо сказать, что и российское правительство, и в какой-то части даже американское правительство понимают, что деловые отношения и инвестиции – это важная положительная струя отношений, и что это надо сохранять. И у меня есть надежда, что эта струя будет преобладать, и со временем геополитика отпадет.
А их экономика под угрозой. Настоящую битву за урожай вынуждены вести сельчане республики. На их участках хозяйничают не столько они, сколько дикие хомяки. Грызуны уже испортили целое картофельное поле. Специалисты говорят, что они еще и переносчики сразу нескольких болезней. Как избавиться от неприятного соседства, выяснял Рамиль Галиуллин. У меня тут виноград был, это виноград убил он. Обглодали виноградную лозу, погрызли морковь и помидоры. Как рассказывает Радив Галиуллин, его огород превратился в линию фронта еще с прошлого лета. Дикие хомяки оккупировали участок и уходить не собираются. Я его в огороде видел. Вечером вышел, начал подходить, начал прыгать на меня. В огороде даже картошку, помидоры сажать не можем. Копает. Земля как волна. Вот боялся ходить. А это соседняя Масловка. На участке Маймуны Муталаповой грызуны появились 5 лет назад. Поэтому женщина начала делать приманки. Вести войну с захватчиками помогает и домашний кот. Мы уже боремся каждый год. Сейчас их характер знаем. Знаем уж, где они бывают. Вот везде капкан поставим. Специально весной уж покупаем яд и бензин. По словам местных жителей, грызуны чаще всего вредят картофелю. Но мало того, что они повреждают плоды урожая, они еще перерывают всю землю. Люди жалуются, что в огороде сложно устоять на ногах. А этого щекастого поймали на месте преступления. Путь к урожаю оказался тернист. Хвостом угодил в капкан. Видео в соцсети выложили жители республики. По словам специалистов, отлавливать диких хомяков надо, ведь мелкие животные – источник больших неприятностей. Они переносят столбняк, а от экскрементов можно заразиться лихорадкой. Осенью он очень такой вредный, потому что он начинает на зиму готовить запасы. Кроме того, еще можно сказать, что очень агрессивный, несмотря на то, что он грызун. Поэтому обычно, если вот в садах они появляются, то зачастую все остальные грызуны оттуда убегают. Даже мыши, крысы даже иногда исчезают. В борьбе с дикими хомяками специалисты советуют использовать приманки, ставить капканы или завести кошку. А при укусах грызунов нужно срочно сделать прививку. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Рыбнослободский район. Дополнительные тиражи, перевод более чем на 30 языков мира и читатели готовы купить экземпляр книги за 30 тысяч рублей. Татарское книжное издательство вынуждено было переиздать роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Книга бьет все рекорды по популярности и по-прежнему находится в тренде татарстанской печати. Секрет читательской любви выяснял Сергей Хайдаров. Первый тираж был 1000 экземпляров и был распродан в короткие сроки, менее чем за полгода. Для дебютного романа молодой писательницы, да и для всей татарской печати в целом, это огромный успех. Редко какую книгу раскупают такими темпами. История жизни одной простой татарской женщины заставила переживать тысячи читателей. Чтобы купить ее, поклонники Гузель Яхиной готовы заплатить немалые суммы. Один из граждан просил продать ему, может быть, даже библиотечные варианты и готов заплатить до 30 тысяч рублей за одну книгу. То есть, и мы буквально в пятницу издали дополнительным тиражом 2000 экземпляров. Нам удалось оказаться на складе татарского книжного издательства. И именно отсюда книги попадают на прилавки. Здесь, кстати, есть и экземпляры книги Гузель Яхиной. И, очевидно, это одна из самых популярных книг в Татарстане. Только за последнюю неделю их было продано 500 штук. История Зулейхи, она рождалась примерно 3 года. О своем романе рассказывает сам автор. Прообразом Зулейхи стала бабушка Гузель Яхиной. Ее воспоминания и истории и легли в основу романа. О тяготах, которые были, о смертях многих, которые были, о том, что это был крайне тяжелый период жизни для нее, это эти 16 лет в Сибири. Но, с другой стороны, вспоминала, конечно, и о хорошем, то, что там было. Сейчас роман «Зулейха открывает глаза» можно прочитать на 34 языках мира. Среди них татарский, китайский, японский, финский, фарси и многие другие. Книга молодая, но уже титулованная. Она стала лауреатом престижной премии «Книга года» и обладателем премии «Большая книга». Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Скоро историю о Зулейхе можно будет не только прочитать, но и посмотреть. Сегодня в Казани представили первые кадры фильма по роману. Д.К. Ленина, актеры, исполнявшие главные роли, и, конечно, полный зал зрителей и почитателей творчества Гузель Яхиной. Чем съемочной группе запомнилась республика и когда сериал выйдет на экраны страны, знает Зарина Ахметова. Зулейха! Что вы делаете?
История хрупкой татарской женщины, которая прошла непростой путь из Татарии в Сибирь, покорила сердца не только местных жителей, но и всей страны. Кто бы мог подумать, что у Зулейхи окажется столько поклонников, причем возраст почитателей абсолютно разный. А ты, может, его это своим татарским зельем приворожила? Зулейха зацепила тем, что так показан быт татарский, очень такая трогательная, душевная история. Она настолько проработана с разных точек зрения, продумана автором. Мы желаем только успеха этой книге, фильму. Сегодня зрителям представили первые кадры фильма о Зулейхе. Пока не обработанных. Всего будет 8 серий по 52 минуты. Все посчастливилось посмотреть только автору романа. Гузель видела все 8 серий. Ну, вот в черновом, так сказать, то, что называется на профессиональном сленге, виде. И мы не прокляты. Съемки фильма проходили около года. На этот период побережье Лаишевского района ненадолго приняло облик сибирского поселения. Одну из главных ролей мужа Зулейхи исполнил татарстанский актер Рамиль Сабитов. Историю о том, как попал в картину, называют анекдотом. У меня сосед делал ремонт, я увидел топор. Я говорю, дай мне топор на пробы. Но я пришел на пробы, достал топор. И Егор сказал, первый раз вижу артиста, который пришел на кассу с топором. Потом мне передали, что меня поэтому и взял. За время съемок артистам предстояло не только погрузиться в эпоху 30-х годов и проникнуться характером своего героя, но и познакомиться с татарской культурой и обычаями. По словам актеров, Казань им особенно полюбилась. Я даже остался в друзьях с кем-то из ребят, которые из Казани. Самое важное, я много лет мучился от аллергии, меня никто не мог спас ваш казанский татарский доктор. Сейчас над картиной ведутся последние работы. Пока точной даты выхода сериала на экран создатели не называют. Планируют выпустить до конца года. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Театр элементов таблицы Менделеева и даже театр движений в аппарате Елизарова. Все это можно увидеть на 5-й Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник». Оно открылось в галерее Хазине. Здесь 120 художников из 15 стран мира. В мир ксилографии, афорта, литографии и других техник печатной графики окунулась и Алия Харудинова. Эти 3 работы, по сути дела, триптих, мнением всего жюри завоевала первую премию. Оценить такого рода искусство – работа сложная. За объективностью следят 7 судей. Не всем дано, не все могут. Технически это очень сложно, даже вредно, я бы сказал, для здоровья. Но есть отчаянные такие души, отчаянные сердца, которые со студенческих скамьи преданы. Среди 120 художников из 15 стран мира лучшей становится Вера Карасева из Казани. Ее работы – ее театр. Деревья, дома и даже купола церквей – все живые декорации к городу. Поражена, я никогда не думаю, что я могу получить первое место в таком серьезном мероприятии. Театр элементов таблицы Менделеева и даже театр движений в аппарате Елизарова – это фантазии художника из Италии. Как-то я представил, что символом местных женщин может быть матрешка. Мама, матрона, матрешка – все близко к сердцу. Так и зародилась идея парка. Главная мысль этих картин – это приглашение посетить театр и заранее знакомиться с произведением, прежде чем смотреть. А это те самые окна, за которыми настоящие сцены жизни. Ведь каждая семья – отдельный театр. Кто-то против курения в подъезде, кто-то возвращается домой, а кто-то предупреждает не заглядывать за занавески. Ведь там настоящий спектакль. В этом году девиз выставки конкурса «Игра в театр». Каждый сыграл по-своему. Следующую остановку «Всадник» сделает ровно через 2 года. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Опознанный летающий объект обнаружен над Свиягой. Впервые в Татарстане проводится первенство Приволжского округа по авиамодельному спорту в классе моделей. Пилотируют их участники из 7 городов. Как справляются пилоты с беспилотниками, увидела Лилия Кашфарова. Владимир Ильин привез самодельный самолет из Ижевска. 6 минут в небе и теперь на 6 месяцев в гараж на ремонт. Такова судьба кордовых и радиоуправляемых моделей. Вывод: к серьезным полетам аппарат не готов. Самолет не выдержал нагрузок, вот и все. Осталось живо, может на следующий самолет пойдет, может не пойдет уже. Чтобы таких случаев избежать, тренировки, а затем чемпионаты. Пилоты из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Волгограда, Самары и Тольятти. И все в Татарстан. На первый чемпионат по авиамодельному спорту в классе моделей. Пытаемся возродить снова, чтобы дети занимались техническим творчеством.
Ведь это большое подспорье, когда растет смена инженерная. Петли, восьмерки, бочки, качество на качество, да, исполнение фигур. Определенный комплекс выдается спортсмену, и он летает ему ставится за каждую фигуру оценка. Можем управлять самолетом вверх и вниз. То есть все фигуры получаются за счет движений нашей руки. В России направление развивается 90 лет, и на дебютный чемпионат в Татарстане 50 заявок. До 16 сентября в небо поднимутся аппараты в 4 модельных классах. Среди участников как начинающие, так и опытные пилоты. И почти все и управляют, и конструируют. А вот ребята из соседнего села, покажем их экземпляр. На его создание у них ушло более 5 месяцев. Он летает, поднимается на высоту 5 метров, потому что в авиамодельном спорте важно не только уметь пилотировать, но и собирать самолеты с самого детства. Лилия Кашварова, Игорь Романов, ТНВ, Верхнеуслонский район. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До встречи в 21:30. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». День рождения у нас, подарки вам. Datsun от 359 тысяч рублей. Тонна топлива в подарок. Если Datsun, то в марке. 4 пятерки, 3 семерки. Полное обследование, лечение, санаторные путевки в клинике санатории «Набережные Челны». Праздничные акции. Подробности по телефону 56 53 18. Хочешь ладу по программе «Трейд-ин»? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус». Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город». Казань. 222 55 00. Хочешь ладу в кредит? Пожалуй, лучшие кредиты в автоцентре «Парус». И вы скажете: я вижу. В этом месяце хирургия катаракты 29 500 рублей. Клиника «Третий глаз». 202 202 8. Только в сентябре приходи в аквапарк «Ривьера» и получи второй билет в подарок. Война с тараканами. Серия средств «Блокбастер». Победа будет за вами. Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка» на Чуйкова. Новый Nissan Qashqai от 1 миллиона 120 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Здравствуйте! Погода бьет рекорды, и в пятницу будет по-летнему жарко. Подробнее через минуту. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2 167 166 или загляните на сайт danil-master.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 сентября в Татарстане будет малооблачно и без осадков. На юго-востоке, в Бугульме, Бавлы, Азнакаево столбики термометров покажут 23 градуса, солнечно. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также солнечно и сухо, 24 градуса выше нуля. На севере Татарстана, Менделеевске, Агрызе, Менделинске очень теплая и ясная погода, 24 градуса. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси переменная облачность. Синоптики обещают 25 градусов выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном воздух прогреется до плюс 26. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше солнечная погода без осадков и 25 градусов со знаком плюс. В последующие дни температуры начнут понижаться, ожидаются дожди. Так что гуляйте чаще на свежем воздухе, ловите солнечные лучи и теплое дыхание осени. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте.
В Казани будет солнечно, днем 25-27 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 45%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.